Все опашки Центральной Азии не только разводили верблюдов и скакали на лошадях, но и ходили в почти одинаковых калошах. Их называли маасы. А теперь в Кыргызстане уличная мода неожиданно достала из бабушкиного сундучка эту позабытую обувку. Нацепила на них гламурные фенечки и возродила для внучек. Самые продвинутые модницы облачились в калоши. В обыкновенные резиновые калоши. Хотя, может быть, странной, эту моду можно назвать только на первый взгляд. А присмотревшись, легко заметить, что калоши – самая удобная и практичная обувь, учитывая наши дороги. Желание внучки носить маасы с калошами удивило Адалат апа. Капризная в одежде Нураим вдруг стала заглядываться на бабушкины вещи. Оказалось, пожилая женщина в калошах шагает в ногу со временем. Ее повседневная обувь стала писком моды. Если раньше она просто не одобряла то, что носит молодежь, то теперь и вовсе перестала понимать. А для внучки есть маасы и калоши. Сейчас, оказывается, модно носить калоши. Чтобы юная модница не села в калошу, бабушка решила лично помочь в выборе ультрамодной части гардероба. Кому как не ей знать все тонкости ношения этой обуви. Вот, например, в этой калоше будет тепло, а в этой нет. Она не совсем качественная. А вот с красной стелькой дороже, но зато и качество соответствующее. На сегодня Махмуд Аджи продал уже 19-ю пару кожаных валенок и калош. Как только начался модный резиновый бум, продавец расширил свой ассортимент. Раньше ведь у нас выпускали только качественные сапоги. А сейчас кто как сделает. То подошва отклеится, то вода просачивается. А брендовые вещи слишком дорого. И не каждому такое качество по карману. Наверное, поэтому решили все перейти на старые добрые калоши. Это ведь проверено временем, дешево и практично. Вот самый маленький размер. Это для детей до года. Абдулла с 3 лет шьет маасы. Раньше его клиентами были старики и обладатели нестандартной ступни. Но в последнее время в мастерскую зачастила и молодежь. А можно нам вот сюда какой-нибудь узор нарисовать? Спрос рождает предложение. Мастер пересмотрел свои модели. Теперь он делает маасы чулочного типа и в форме борцовок. Но украшать изделия бисером и стразами, как того хотят передовые модницы, Абдулла пока не решается. Мы им предлагаем разные маасы. Вот, например, с молнией. Их очень удобно носить. Обычно ведь без чьей-либо помощи маасы не снимешь с ноги. 2-летний внук мастера уже понял, ремесло деда весьма прибыльное. И, видимо, решил перенять опыт деда. В этом доме считают, лучшие маасы – это маасы, изготовленные руками мужчин. Такое дело не терпит женских рук. Женские ноги полностью с этим согласны. Нураим не нарадуется своей обнове. Девушке осталось разукрасить свои маасы, чтобы не спутать их с бабушкиными.